день. Говорят, аппетит приходит во время еды, а у нас во время готовки. В эфире программа «Темле». И у нас в гостях на нашей кухне замечательный человек, визажист, руководитель школы визажа Камила Беляева. Добрый день, Камила. Доброго дня. Камила Беляева, руководитель школы визажа «Lady and Gentleman» в Уфе. В детстве и юности играла в гандбол, кандидат в мастера спорта. По образованию юрист, но свое призвание нашла совсем в другой области – имиджологии. Основной принцип в работе – все время совершенствоваться и учиться. Что мы сегодня будем готовить с тобой? Сегодня будем готовить отбивную из свинины. Какие для этого нужны ингредиенты? Ну, естественно, мясо, свинина, соль, майонез, помидоры, тертый сыр, лук. С чего мы начнем? Естественно, с мяса начнем. Хорошо. Мясо мы с тобой уже слегка отбили. Что мы дальше с ним делаем? Дальше мы будем его солить и пропитывать майонезом. Так, мне что делать? Может быть, что-то нужно нарезать? Да, давайте лук порежьте и помидоры. Хорошо, начнем с помидоров, от них я меньше плачу. Камила, расскажи немножко о себе. Мне интересно все. У вас какое образование? Юридическое. Так как человек с юридическим образованием стал визажистом? Со школы я хотела стать визажистом. Я понимаю, у вас класс был самый красивый в вашей школе. Естественно. Здорово. А как вы туда при этом при всем пошли в юристы? Ну, высшее образование же все-таки надо. Пошла учиться. Вот образование юридическое пригодилось тебе в твоей карьере визажиста? Бывают спорные вопросы с клиентами, да, конечно. Я думаю, юридическое образование, оно всем помогает в жизни. Согласен, конечно. Тем более в нашей жизни сейчас, когда закон всегда идет на первом месте, знание закона очень необходимо в любом направлении. Как тебе удается совмещать твою работу с твоей семьей? У тебя сколько детей? У меня 2 сына. Двое сыновей. Да. А сколько им лет? Одному 7 лет, 1 класс, второй в садике, еще 4 годика. Сколько человек у тебя работает в твоей школе визажа? 10 человек работает. 10 человек. У нас не только визаж. У нас что у вас есть еще? стилисты, которые стригут людей, которые красят волосы, делают прически, также макияж. Мы обучаем стилистов, визажистов в нашей школе. Стилистов, визажистов, то есть у вас прям можно прийти, вы Да. меня можете тоже научить, как это все делать. Да, конечно. Мне нужен лучок. Его мы режем кольцами. Да. Чтобы стать визажистом, что для этого нужно? Призвание? Я думаю, да. Мало того, чтобы обучиться на визажиста. Сколько человек вы уже обучили в вашей школе? Человек, 300-400. 300 человек прошли обучение в вашей школе. Да. У нас учатся не только профвизажисты, но у нас есть люди, которые приходят к нам, чтобы научиться делать макияж себе. Девушка не хочет ходить к визажисту, она приходит к нам и получает у нас навыки. В школе, вот когда ты училась, у тебя какие-то увлечения были? Кроме учебы, собственно говоря. Может быть, спорт или музыка? Чем ты занималась? Я училась в спортивной школе, в спортивном классе. Я занималась 10 лет гандболом. Я была полусредним в команде, кандидат в мастера спорта. Кандидат в мастера спорта. У нас есть в Уфе команда Алиса. Она играет по России, я занималась в ней. То есть ты была полусредней в команде Алисы, Да. выигрывала республиканские соревнования? Конечно. Вот откуда Даже в тебе, бомбардиром получается, команды была. вот откуда в тебе эта энергия для того, чтобы визажом обучить полгорода. Теперь я Конечно. знаю. Для того, чтобы быть таким высококлассным визажистом, для этого что, постоянно обучаться нужно или что? Естественно, да. Каждый визажист повышает свои навыки, Если спросить, квалификацию. а ты вот когда последний раз обучалась на что-то сама? Последний раз 5 месяцев назад проходила обучение в Москве. Сейчас мы собираемся ехать в Санкт-Петербург обучением, также повышением. Наверное, своей супруге я буду рекомендовать идти к вам теперь дальше повышать свои навыки Спасибо. визажа. Но то, что ты была полусредней в команде Алисы, ты меня реально поразила. Они до сих пор есть, занимаются. Просто я по состоянию здоровья не смогла заниматься дальше. Я просто вышла 18 лет замуж, родила первого ребенка и не вернулась в спорт. Предпочла семью спорту. Да, естественно. Я бы тоже так сделал, на самом деле. Ты не поверишь, но я когда познакомился со своей супругой, ей тоже было 18 лет. Самый Я считаю, хороший возраст. Самый хороший возраст для того, чтобы начать семейную жизнь. Отличный. Так, я так понимаю, тебе нужен сыр, да? Да, мне нужен сыр. Сейчас я заканчиваю его натирать. И мы сейчас начнем посыпать его сыром. Соль, перец, мы Да, уже все положили. есть, конечно. А картошку надо чего скажи? Ну, это гарнир у нас к мясу. Мы ее будем отдельно запекать? Да, мы будем делить на 4 долечки и будем запекать в Не другое. поверишь, это наше фирменное блюдо, картофельные дольки. Ну, я так думаю, понимаю, ты что дома тоже его готовишь постоянно, да? много людей любит картофель. Да, особенно дольками, когда он запечен. А сколько времени будет готовиться наше блюдо? 15 минут будет готовиться. 15 минут? Да. Здорово. То есть 15 минут мы уже с тобой будем пробовать.
Конечно. Первую партию. Замечательно. А при какой температуре мы готовим свинину? 165 градусов. 165 градусов? Да. Ух ты, прям вот до 5 градусов. Если 170, Да, до то 5 уже градусов. будет так. И картошечку мы будем готовить отдельно. А ее при какой температуре? 200 градусов. Ух ты, прям все четко. Градус в градус. Ну, хорошо. Я думаю, так получится еще вкуснее. Я режу помидорки дальше, как понимаю, да? У нас еще осталось мясо с тобой. Да, Где-то, получается, раз в полгода ты повышаешь уровень своего мастерства. да. Для чего нужно так часто это делать? Ну, потому что много новинок у нас в визаже есть. И в Уфе не так много опытных визажистов, у которых можно обучиться. Из-за этого мы уезжаем учиться по России, по крупным городам. Да, это действительно так. И еще скажи, пожалуйста, вот ты сама стала кандидатом мастера спорта по гандболу, да? Да. У тебя 2 детей. Ты уже куда-то определила спорт какой-то? Старший сын у меня занимается, да, тэквондо. Тэквондо, 7 Да, лет. 7 лет, да. Представляю, как у тебя высоко прыгает, это ногами. Да. Здорово, а младший еще нет? Младший еще нет, пока что в садике занимается вокалом. Ему сколько лет? 4 годика. Правильно. Ребенок должен в детстве поиграть в игрушки и попеть песни. Что ты в основном готовишь дома, кроме вот говядины под сырной корочкой? Ну, я много чего люблю. У меня нету такого, чтобы я что-то одно готовила. Люблю очень филе куриное. Ну, я не зациклена на свинине, там, говядине. Более люблю либо индейку, либо курицу. Индейку, курицу. Да. Самое диетическое мясо. Я тебя понимаю, я тоже люблю здоровую пищу. Я иногда, когда вот кушаю, даже иногда задумываюсь об этом. И стараюсь, чтобы на столе, в первую очередь, были продукты, которые полезные, только потом вкусные. Да, это правильно. Я тоже так считаю. В принципе, мы сейчас с тобой готовим как раз то самое блюдо, которое очень полезное и очень вкусное. Ну, конечно же, питательное. Это все-таки мясо. А десерты какие ты готовишь? Десерты. Ну, я не очень люблю сладкое, Да? если честно, да. Ты предпочитаешь Я фрукты? больше люблю фрукты, овощи и мясо. И мы с тобой похожи в этом. И это правильно. Сейчас мы с тобой, так понимаю, начинаем готовить картошку. Да. Отлично. Смажьте, Нужно смазать пожалуйста, ее да. маслом. Противень. Вот, Да, давай. смотрите. А если не смазать, интересно, маслом противень, что будет, она подгорит? Да, она у нас подгорит и будет невкусная. Будем делать все как правило. Так, теперь мы картошку режем на 4 части, дольками получается, да? И укладываем в противень. Солить будем ее? Солить, перчить и будем поливать маслом. У тебя у детей хороший аппетит? Да, очень. Особенно после тренировок. Мои вот, когда захотят, кушают, когда не захотят, не кушают. Нет, Вот я мы всё кушаем время- вовремя. Нормально, замечательно. Это здорово. Хороший аппетит детей, он вообще очень радует родителей. Ну, конечно. Я думаю, у всех наших телезрителей замечательный аппетит. И замечательные дети. А у тебя есть какой-то сад или огород, где вы что-то там выращиваете, может быть? Да, у меня у родителей есть сад, в котором они все лето выращивают овощи, смотрят за моими детишками Здорово. на каникулах. Что вы Да. там выращиваете? Ну, все, помидорки, огурцы, картошку, клубнику, кабачки, баклажаны. Я так понимаю, у вас полный холодильник своей продукции. Конечно, да. Мама варит компоты. Прям там, в саду. Вот почему у тебя дети постоянно все съедают до конца, да? Да, Потому что все свежее, все свое. все свое, наше. Здорово. Друзья, я предлагаю вот этот пример брать всем на вооружение. Когда все свое и все свежее, оно вдвойне вкуснее. Для приготовления отбивной из свинины и гарнира из картофеля нам понадобится мякоть свинины, помидоры, репчатый лук, сыр, картофель, майонез, подсолнечное масло, соль, перец, зелень. Мякоть отбиваем, солим, перчим, намазываем майонезом. На отбивные укладываем полукольца лука, помидоров, посыпаем тертым сыром. Отправляем в духовку на 12 минут, выпекаем при температуре 170 градусов. Картофель разрезаем на 4 части. Выкладываем на лист, солим, поливаем растительным маслом, хорошо перемешиваем и выпекаем при температуре 200 градусов 15 минут. Готовое блюдо украшаем зеленью. Итак, прошло 15 минут, и наше блюдо уже готово. Будем пробовать? Конечно, будем Начнем. пробовать.
Вкусно? Очень. Печеная картошка – это вообще блюдо богов. Ну что, я могу констатировать факт, что ты замечательный повар, Камила. Спасибо. И вы тоже. Спасибо. Очередной раз я убеждаюсь, что блюдо, приготовленное с душой и в хорошей компании, всегда получается очень вкусно. До новых встреч, уважаемые телезрители.